После приветственных слов наш эксперт Ширадил Бахтыгулов приступит к презентации. Далее по регламенту вы можете задать все интересующие вас вопросы эксперту и высказать свои предложения и комментарии. Поэтому настоятельно призываю вас сегодня быть активными, так как мы специально собрали такую широкую площадку для обсуждения этой темы. Думаю, ни у кого не возникает сомнения в том, что необходимость принятия такой стратегии назрела уже давно. Другой вопрос, чтобы она была эффективной, и мы смогли получить ожидаемые результаты. А это, в свою очередь, зависит от содержания стратегии и от тех мер, которые мы сегодня заложим в план мероприятий по реализации указанной стратегии. Я подчеркну, что это не окончательный вариант стратегии и плана мероприятий. Он еще сегодня будет дорабатываться после обеда рабочей группы совместно с экспертами, с учетом высказанных вами сегодня комментариев и предложений. Формирование действительно правового и демократического государства, а также установление верховенства права в стране являются одними из основополагающих направлений национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики, которая была утверждена указом президента еще в 2013 году. Вместе с тем, исполнение данных задач должны гарантировать обеспечение законности на территории государства и уважение к закону в обществе. При этом успешность установки этих институтов зависит прежде всего от уровня правовой культуры населения. Однако анализ современного состояния правовой культуры в нашей республике характеризуется незнанием гражданами своих прав, неумением их реализовывать и защищать в установленном законом порядке, а также отрицательным отношением индивида к праву. В свою очередь, несвоевременное решение этой проблемы создает условия для сознательного и прямого нарушения законов и подзаконных актов, а также распространения в обществе антиправовых норм, оправдывающих неправомерное поведение личности. Эти и другие причины требуют принятия соответствующего государственного программного документа, в связи с чем Министерством юстиции был инициирован вопрос о разработке проекта стратегии повышения правовой культуры на ближайшие 3 года. Проект стратегии представляет собой первый целевой документ, обеспечивающий системный подход всех государственных органов по вопросу повышения правовой культуры. Основная цель проекта стратегии заключается в формировании правомерного поведения личности и законопослушного гражданина. Следует отметить, что правовой порядок, то есть издание законов, их применение и исполнение, во многом зависят от нашей правовой культуры, то есть от состояния права и законности в стране, от знания всем обществом и личности в отдельности, в целом азбучная истина о том, что государство начинается с соблюдения буквы закона, а права и свободы человека неразрывно связаны с соблюдением его обязанностей. Отсюда вытекает необходимость широкого и углубленного правового воспитания, которое в правовом государстве должно стать неотъемлемой частью общего гражданского воспитания. Суть правового воспитания заключается в воспитании у подрастающего поколения высокой гражданственности, уважения к законам и к нормам морали, непримиримости к любым нарушениям законности. Правовое воспитание следует начинать, по нашему мнению, с детского сада, с 1 класса школы. В общеобразовательных школах необходимо менять устоявшиеся формы получения правовой информации для учащихся, совершенствовать методику правового воспитания детей. На сегодняшний день возникла объективная потребность в активном гражданском и правовом образовании, которое должно быть нацелено на формирование у человека и гражданина, особенно молодого поколения, таких качеств, как патриотизм, законопослушность, чувство человеческого достоинства, уважение прав и интересов других граждан. В этой связи важно отметить, что без детально разработанной и финансово обеспеченной стратегии действий по правовому воспитанию и правовой пропаганде государству не обойтись. Праворазъяснительная работа должна опираться на серьезную теоретическую базу. В этой связи нужно проводить целенаправленные научные исследования по актуальным проблемам формирования правовой культуры и правового воспитания, осуществлять систематическую переподготовку и повышение квалификации преподавателей правовых дисциплин учебных заведений. По нашему мнению, такой подход позволит создать основу для восприятия права как социальной ценности, необходимой каждому человеку, индивиду и обществу в целом. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, мы понимаем, что поставленная перед нами задача является очень сложной и объемной, но при всем при этом она, конечно же, реализуема. Для этого необходимо объединить наши усилия неправительственных организаций, другого гражданского общества, всех государственных органов, систематизировать их и скоординированно направить в нужное русло. Именно поэтому стратегия
охватывает очень много мероприятий, в которые должны быть вовлечены органы, о которых мы сейчас упомянули. Только совместными усилиями мы будем способны продвигать эту стратегию. В заключение я хотела бы поблагодарить всех членов рабочей группы, которые приняли активное участие в разработке этой стратегии. Очень долго эта работа велась. Также хочу поблагодарить, конечно, представительство ООН за оказанную техническую и финансовую поддержку. Желаю всем благополучия, процветания и успешной работы. Спасибо. Спасибо, Жилдыз Жимбаевна. А теперь хотелось бы предоставить слово руководителю программы ПРО демократического управления Айнуре Бекоевой. И в данный момент, как мы все понимаем, одна из самых таких ключевых проблем, которые существуют в нашем обществе, это то, что все демократические изменения в законодательстве, в государственной системе за последние годы произошли намного быстрее, чем мог бы развиться адекватный или соответствующий уровень правосознания граждан. И этим, наверное, во многом объясняются те болезненные процессы, которые произошли в истории нашей страны за последние десятилетия. В связи с этим программа развития ООН оказывает особое внимание в области повышения правовой культуры граждан Кыргызстана. И совместно с Министерством юстиции Кыргызской Республики работает над созданием стратегии повышения правовой культуры населения. И в дальнейшем, в ближайшие 3 года, ПРООН будет оказывать содействие в уже реализации данной стратегии, поэтому для нас очень важно, чтобы на сегодняшнем мероприятии было выработано очень четкое стратегическое видение, но также и план реализации, который был бы достаточно хорошо выполнен. И в заключение хочу вас всех поблагодарить за участие и пожелать вам конструктивного диалога и плодотворной работы. Спасибо. Спасибо, Айнура. Теперь, наверное, приступим к нашей официальной части, к презентации. Ширадил Бахтулов. Та работа, которая была проделана, почему я говорю, да, что я коллективная группа, это приказом министра юстиции в декабре 2014 года была создана межведомственная рабочая группа, члены, которые здесь присутствуют. Да? Здесь получается как бы такое большое расширенное заседание рабочей группы, с тем, чтобы как раз показать те наработки, которые были. В период с декабря 2014 года по июнь 2015 года, это вот как уже было сказано нашими главными гостями, Министерство юстиции и программа ПРООН по демократическому управлению как раз таки работали и провели такой большой труд. Вот он у меня есть, называется «Анализ состояния правовой культуры», здесь более 140 листов. Вот. Ну, исходя из того, что это большой объемный документ, поэтому он только вот у меня. Да? Ну, конечно, любой желающий может с этим документом ознакомиться. Ну и вот на основе всех этих документов были выявлены, вот, вашему вниманию предлагается несколько основных проблем, на наш взгляд. Первое, это, соответственно, как уже говорилось и неоднократно отмечалось ранее, в средствах массовой информации, правовой нигилизм, да, когда в сознании граждан укрепляется такое бытовое воззрение на право, да, когда право интерпретируется так, как хочется, да, интерпретатору. Вот. Следующая проблема – это правовой инфантилизм, когда граждане не стремятся, мягко говоря, да, к правовому образованию, и не говоря уже о правовом самовоспитании. Да, когда у людей по разным причинам нет и мотивации, нет веры и так далее. То есть это вот наша реальность сегодняшних дней. И еще одна проблема – это интерпретация правовой информации, ну и в том числе в средствах массовой информации. Да, ее однобокое толкование, то есть в зависимости от интересов человека, и ее собственная подача. Ну и далее, то, что мы смотрели, вот, и об этом тоже говорилось, что нет вот единых программ правового образования и воспитания на разных стадиях обучения. Да. Вот, с примера Франции мы видели, что там это детский сад начинается с 3 лет. Да. Соответственно, вот выстраивается вся вот эта логика, в том числе повышения гражданского сознания, неотъемлемой частью, которая является правосознанием. Ну и школьное образование. Да. У нас, как вы знаете, есть отдельный предмет учебной программы, это человек общества, и есть и вопрос обществоведения. Но это с 9 по 11 класс, да, освещается.
А 15-летнему возрасту это, как правило, молодые люди уже созрели, да? У них есть какая-то база, и ну, что тут греха таить, исходя опять же из средств массовой информации и так далее, ну, скажем так, районы поделены на смотрящих в школах и так далее. Да? То есть больше преобладает уже стереотип поведения, направлен на то, чтобы, в общем-то, не следовать нормам и обычного права, и, в принципе, формального права. Вот такие примерно проблемы и теоретические основания легли в основу проектов стратегии по повышению правовой культуры и плана мероприятий на период до 2018 года. И, наверное, назрел тот момент, когда необходимо ввести какие-то образовательные курсы или дисциплины именно в школах, может быть, даже какие-то игровые в детских садах. Ну, например, если вы увидели план по реализации стратегии, то там мы говорим об азбуке права, да? То есть основы права. Ну, когда мы учились в школе, у нас был предмет обществоведения, если кто помнит. То есть там мы говорили об основах права, мы говорили об основах государственного устройства и так далее. То есть человек уже понимал о своих правах и обязанностях и в каком государстве он живет. Я думаю, что сегодня, тем более повышение правовой культуры, вот на примере Жиродил говорил по правовой культуре водителей, по правовой культуре вообще граждан. То есть это те вопросы, над которыми мы сейчас должны все вместе работать. Мы говорим об автобусе солидарности. Это откуда взято? Это взято из опыта Франции. То есть во Франции, когда мы приехали туда и посмотреть опыт по правовой пропаганде, повышению правовой культуры, просто все были удивлены. И мы, и наши коллеги из Франции, что этот вопрос там не стоит. То есть правовая культура, она как таковая, она естественно должна, и не надо никого пропагандировать и учить каким-то правам и обязанностям. То есть это является тем вопросом, который каждый человек сам должен этим заниматься, и, естественно, в совокупности и в содействии с органами с нашими. И мы тоже делали то же самое, что написано здесь. Мы обучали информационные там брошюры, там какие-то акции делали, да. И это все не оседало. Это все не оседало, потому что, да, собирались там 30-40 человек, слушали внимательно, да, удивлялись многим вещам, да, качали головой, да, потом уходили, и никакого выхлопа не было, потому что этими инструментами потом никто не пользовался. Потому что есть главная проблема, да, такой тупик наш правовой, то, что есть низкая эффективность официальных правовых механизмов и большая эффективность неформальных механизмов. Да? И они слушали и говорили, да, все признали, улыбались, но потом все равно делали только так, как всегда это делается. Да? И когда мы обходили, никакого результата по сути не было. Потом мы пересмотрели, мы поняли, что главная причина здесь в том, что это вот эти наши атовизмы нашего мышления, да, и нашего имперского мышления. То, что у нас всех в людях, да, сидит такое ощущение, да, что власть это как хозяин, понимаете, да? А у нас в Конституции, у нас уже давно смысл демократии в том, что власть это управленец, то есть подчиненный, то есть это слуга народа, и человек, по сути, он должен относиться к власти, да, как к своему слуге, подчиненному, как вежливый, не по-хамски, но вежливый начальник, как вежливый начальник относится к своему подчиненному, да? Когда вот это психологическое ощущение появляется, да, когда в голове вот щелкает у человека какой-то тумблер, то он вдруг понимает, да, что он же хозяин в стране, а не начальник, а не министры. Тогда у него что-то происходит, и тогда вот это все правовое, вся эта информация, да, по праву, да, как действовать в той ситуации, как действовать, если они сделали так, тогда это оседает. Как раз таки на первом рабочем заседании, которое проводилось в январе месяце этого года, да, в начале этого года, председателем межведомственной рабочей группы была такая поставлена жесткая задача, да, именно по повышению правовой культуры политической элиты, да, населения. Как вы заметили, в проекте стратегии у нас есть несколько адресных групп, да, и как раз таки одним из них является политическая элита. Я хочу обратить
ваше внимание на то, что у нас стратегия, проект стратегии состоит из двух целей. Да? Первое, мы ставим, конечно же, верховенство закона, права человека, да? Формирование правомерного, законопослушного гражданина, ну и так далее. И можете, да, пожалуйста, Ширадил показать. И как раз-таки вот вторая цель нашей стратегии – это политическая, управленческая и региональные элиты являются образцом политической культуры для всех жителей страны. То есть то, что вы озвучили, это уже сидит у нас в самом проекте стратегии. То, о чем говорит Нурбек, в принципе, оно косвенно, оно реализуется. Вот сейчас внедряются стандарты оказания государственных услуг, то есть каждый гражданин сможет оценить, дать оценку деятельности того или иного госоргана, когда он будет получать определенную услугу. Это вот на подходе сейчас уже. Я думаю, что то, что мы должны повышать уровень обслуживания и правовой культуры тех же чиновников, это безусловно. Но я думаю, что оно должно идти параллельно по другим программам, которые, в принципе, уже сейчас реализуются. Но в этом плане мы должны заложить, что где-то должна быть такая задача, которая приведет к тому, что граждане будут доверять госорганам. В первую очередь, наш фокус должен быть направлен на просвещение населения. Если мы просветим население, то, соответственно, будут и реализовываться другие программы. Государственные структуры, так и так они просвещаются. У нас есть закон о государственной службе, у нас есть другие моменты, которые нам не позволяют выходить за рамки какие-то. И плюс у нас есть собственный план на повышение квалификации, в том числе и по вопросам права. Хотелось бы также, чтобы в данной стратегии нашло отражение вопросы толерантности и недискриминации, как основной самокомпонента правового просвещения. Другой вопрос. Есть также вопрос, что может быть возникнуть сложности при внедрении программы правового воспитания в школах, потому что учебные программы так нагружены, поэтому здесь нужно будет хорошо поработать с Министерством образования, потому что с учетом того, что разработана концепция по внедрению предмета мировых религий, и этот предмет тоже будет внедряться. По масс-медиа, значит, очень хорошо, что составляется сейчас соответствующий, значит, медиаплан, и мне бы хотелось, чтобы в этот медиаплан были включены мероприятия по обучению самих журналистов, как освещать правовые вопросы. Потому что мы знаем, что иногда журналисты в своих репортажах уже выносят вердикт, который нельзя. И, соответственно, они, когда суды принимают обоснованные решения, а общество подготовлено было к другому решению, соответственно, люди думают, что это государство неправильно приняло решение. Поэтому обучать журналистов обязательно надо. Здесь было указано то, что создание центров по предоставлению бесплатной юридической помощи, автобусы, то есть солидарности, да, для регионов. У нас сейчас в Гамсумо есть проект, мы сейчас разработали проект. Это один юрист в районах по защите органов местного управления. Потому что вы знаете, что основные проблемы сейчас у нас на местном уровне. Если орган местного управления будет защищен, значит будет защищено местное сообщество, местное население. Мы сейчас призываем сейчас здесь наших партнеров, доноров проявить интерес, возможно, софинансировать данного проекта, потому что мы сейчас ищем как раз таки доноров. И думаю, это поможет для правового просвещения и правовой пропаганды на местах, потому что первичный уровень это имеет очень большое значение. Кроме этого, конечно, хочется вам сказать, на что должно быть, по нашему мнению, должна быть направлена эта стратегия. Напомню, что у нас сейчас хорошо на государственном уровне это поднимается. В ведущих странах Европы, в том числе Скандинавии, например, Финляндии, во время, то есть, независимости, обретения независимости, Финляндия была очень отсталой страной в сфере именно правовой пропаганды и просвещения. Но благодаря именно добровольным объединениям тех же граждан, преподавателей, они смогли поднять это, то есть они начали с первичного уровня. То есть здесь уже именно народ понял, что ему нужно повышать свое правосознание и вообще ликвидировать ликбез. В этом случае я считаю, что нужно больше активизировать работу именно как раз таки самого населения, чтобы население само было заинтересовано в самопросвещении.
Я это еще говорил как член рабочей группы при разработке этой стратегии, и сейчас говорю.